Елена Колесникова работает в цеху упаковщицей. Ее работа начинается с раннего утра, поскольку Елене надо отсортировать продукцию и распределить по точкам продаж. Она с ответственностью относится к работе, поскольку найти работу сейчас очень трудно. Везде возрастные ограничения. Наш товар очень востребован и очень качественный. У нас имеется сертификат на него. Вот. До карантина мы, конечно, не думали, что так получится, но у нас был очень большой задел, потому что продукция востребована, и мы стараемся, чтобы производство у нас развивалось. Вот. И во время карантина у нас все равно наша продукция отпускалась. Поскольку в стране высок спрос на посудомоечные губки, во время пандемии ранее изготовленный товар успешно реализовывался на местных рынках. Мы пытаемся добиться той пористости поролона, которая пойдет на мебельное производство. Так как в Кыргызстане очень много частных фирм, которые изготавливают мебель, мы надеемся с ними стать партнерами. По качеству производимая продукция ничем не уступает российским или китайским, а даже превосходит. К тому же продаются во всех регионах по приемлемым ценам. Однако не все так просто. Многие крупные торговые центры отказываются сотрудничать и не желают поддержать отечественное производство. Мы столкнулись с такой проблемой, что наши крупные сети, маркеты неохотно начинают сотрудничать с нашими именно производителями. Хотя у нас сейчас вышло и постановление о том, что они обязаны выставлять на полках все, но последние 3 месяца мы боремся с этим. Они привыкли, что они работают с определенными поставщиками, они не хотят расширять, хотя мы объясняем, и они видят, что наши цены намного выгоднее. Такая же ситуация и в швейном предприятии Кыргызского общества слепых и глухих, где производят спальные принадлежности. Здесь работают 55 человек, из них 45 – люди с инвалидностью. Нет клиентов и заказов. Вынуждены работать в холостую, сетует работница цеха. Заказ есть, мы работаем всегда. Когда заказ нету, мы без работы. Нам трудно, потому что мы всегда дома сидим. Сейчас на складе швейного предприятия простаивает большое количество товаров. Здесь простыни, одеяла и подушки, предназначенные также и для детсадов. Директор предприятия Гульнара Мамитакунова признается, что из-за отсутствия заказов работает только половина сотрудников. А так у нас потенциал очень большой. Мы можем даже 25-30 миллионов выполнить, а сейчас не можем. Очень из-за малого объема. Всего 13 человек сидит, работает. Люди с удовольствием будут работать, если заказ получили бы. Но мы везде оставляем письмо, везде просим, чтобы обеспечить инвалидов работой. Поддержка отечественных производителей необходима как никогда. Предприятия вносят весомый вклад в развитие страны и обеспечивают работой населения. А развитие экономики любой страны невозможен без продвижения собственного производства на рынок, как внутренний, так и внешний, отмечают эксперты. Во время мирового кризиса мы провели анализ, каковы наши достижения в производстве и на что нужно делать упор. Наша продукция ничем не уступает импортным товарам по качеству, а потому необходимо усилить поддержку отечественных производителей для того, чтобы местная продукция была конкурентоспособной на прилавках наших же магазинов. Мы продолжаем проверять все предприятия. Сейчас увеличивается количество отечественных предприятий, продукция которых не уступает по качеству и отвечает всем требованиям населения. По словам экспертов, потенциал местных предприятий значительно высок, а потому сейчас предпринимаются все усилия в лоббировании интересов предпринимателей. Айджана Нурбекова, Чингис Джумаголов, Алато, 24.